Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Не забываем, пожалуйста, подписаться и ставить лайк. Я хотела рассказать вам о моем путешествии. Это 2000 год. Я решила уехать на родине с Москвы на поезд 4 сутками. Путешествовали. Доехали до границы между Узбекистаном и Таджикистаном. И там был таможенный осмотр. Мы это, очень строго они как проверяли каждый, ми как это, плацкартные вагоны, не плацкартный, купейный вагон, то есть купейный, это у нас был вагон. Они зашли с собакой, проверяли, перепроверяли наш чемодан, открыли все. Я говорю: вы не имеете права и наши личные вещи. Сейчас, если надо, мы вас будем проверить. Я говорю: хорошо, проверяйте. Проверяли, они паспорт мы взяли и смотрят на паспорт, и на меня смотрят. Мой паспорт Советский СССР, без платок, без упора на голове. Голова голая, без никаких уборов. А я вот так закрыта, одета такой-то хиджаб. Они это подозревали, говорят, что ты афганка. Я говорю: какая афганка, говорю. Смотрите, говорю, фамилия, имя, отчество у меня. А у афганки есть такая, говорю, фамилия, имя, отчество? Говорю, это одно. А второй, говорю, вы знаете историю, говорю, в каком году это СССР, это в Афганистан зашел? 1979 год. В этом году я первый класс пошла. Какая афганка приехала к нам в Таджикистан и получила паспорт в 1972 год. Никакой Афганистан не был открыт граница между Таджикистаном и Афганистаном. Ну, там война это была в этот момент. Но это всегда нас таджики, они проверяют очень строго, очень строго. Столько я путешествовала, когда училась за границей. Всегда они проверяют, очень строго проверяют. Но есть пословица у нас: если враг найдет твоя недостатки, потом говорит, что твое осел, это хвост кривой. Они мне сказали, что я афганка. Потом они где-то 1,5 часа задержали наш поезд, проверяли очень сильно. Все наши, как это, таджики, они как закрыли поезд, сидели. И потом я когда пришла, у нас в купе 4 человека были, 3 женщины. Женщины, которые со мной были, я была ему, мой племянник, он в другом купе, как мы поговорили, что мужчины с мужчиной, женщиной, потому что мы переодеваемся, без мужчины же мне не будет переодеться. Потом племянник мой говорит: это как это, пойдешь одна, как это разбираться? Я говорю: да, конечно, я пойду одна это разбираться. Потом разбиралась сама одна. Я сказала: никто это не подойдет, я сама разберусь. Я потом сказала им, узбек, я говорю: при СССР я с папой, мама всегда мы путешествовали у вас в Узбекистане без никакие проверки, без никакие визовый режим. Говорю: почему это так? Говорю, с соседями, говорю, всегда Узбекистан, Таджикистан, одна страна считает. Все мир, где бы не спрашивали бы. Вот потом они отпустили нас, взяли вызывали человека, который он смотрит на моё лицо и на паспорт, и потом сравнивал, что он сказал, что да, это она, это ее паспорт, просто она одета. Вот хорошо, что они не сказали: сними это платок. Он смотрел несколько раз, потом сказал: да, это она, короче. Отпустите их поезд, пусть они уезжают. Потом они отпустили нас. Потом я пришла к купению, мои которые были со мной. Ты точно, говорит, ты родилась, выросла в Таджикистане? Я говорю: конечно. Ты не похож, говорит. Я говорю: как не похож? Ну, мне говорит, это не можем, как это одна, то есть это пойти и разбираться. Я говорю: как одна пойти разбираться? Я говорю: меня так воспитывали, папа, мама. Я могу одна, как сказать, пойти и разбираться. Говорю: а что здесь плохого, если я могу себе как защитить? Кто меня защищает, это кроме меня? Аллах мне дает силу, и я сама пошла и разбиралась. Они сказали, вообще в шоке, что у нас есть такая, ну ты по-мусульманка, смелая, и без страха, без ничего. Я говорю: конечно, я кроме Аллаха никого не боюсь, но с этой историей, с доказательства, с ним разбиралась. Я сказала: вот так, отпускайте нас, пожалуйста. Потом они наш поезд отпустили. Строго как это было. Это было во время Ислам Каримов, визовый режим был у нас в Таджикистане, Узбекистан. Сейчас, слава Аллаху, убрали сейчас без визы, мы поедем в Узбекистан, узбеки тоже приезжают к нам без визы. Ну, у нас никогда для узбеков не было визы. Узбеки всегда приехали к нам без визы. Мы таджики, таджикский народ, мы никогда для никакого народа визовый режим никогда у нас не было.
и надеюсь, что не будет. Вот тот момент, когда у Узбекистана визовый режим был для таджиков, а у нас не было для узбеков. Таджикский народ другой народ. Даже это Ислам Карим говорит, Сталин же сказал, Таджикский народ особый народ.